В Магасе под председательством главы Ингушетии прошло совещание по подготовке к проведению в регионе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое пройдет 1 июля. Как рассказал председатель избирательной комиссии Муса Евлоев, подготовку и проведение голосования, кроме избиркома Ингушетии, будут осуществлять 9 территориальных и 137 участковых избирательных комиссий. По его словам, участники голосования, члены избирательных комиссий и наблюдатели будут обеспечены полным комплектом средств индивидуальной защиты. На каждом участке установят температурный контроль. В течение дня они будут обрабатываться дезинфицирующими растворами. Для снижения рисков заражения участников голосования и членов комиссии в зависимости от погодных условий избиркомам рекомендовано организовать голосование на прилегающей к зданию территории. Кроме того, для граждан, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома, будет организовано бесконтактное голосование на дому. Избирателям будет выдаваться индивидуальный комплект с бюллетенем, бланком заявления о голосовании на дому, защитной маской, перчатками, авторучкой, дезинфицирующим средством для обработки рук. Все в одноразовой упаковке. Члены комиссии будут обязаны соблюдать дистанцию, не заходить внутрь жилого помещения. Само голосование стартует 25 июня. До 30 июня избирательные участки будут открыты по 4 часа в день. Графики их работ, по словам Мусы Евлоева, в ближайшее время будут доведены до избирателей. А 1 июля с 8:00 до 20 часов. В ходе совещания глава региона особо подчеркнул важность обеспечения безопасности процедуры голосования в условиях сложной эпидситуации. Махмуд Али Калиматов отметил, что, несмотря на возложение подготовки проведения голосования на избирательные комиссии, все органы власти и местного самоуправления обязаны подключиться к этой работе. Подошли к этому, и те ответственные лица, которые отвечают за это, имеется в виду представители избирательной комиссии, и главы территориальные, участковые. Самый главный вопрос – максимально. У нас пришли люди голосовать. Президент Владимир Владимирович Путин вынес это на всенародное голосование. Наша задача, я прошу всех руководителей, правительства, каждого министра изучить, там 9 пунктов, по-моему, проведите эту работу. Не просто, я всегда говорю, ознакомиться, а изучите это. Надо осознанно к этому подходить. Потому что это наша жизнь. Каждый пункт надо донести, надо объяснить, отнестись к этому серьезно. Организационно рабочая группа создана по участкам. Я предлагаю, Владимир Ильич, давайте, вот предложение у меня было, а сейчас, наверное, определитесь точно, давайте кураторство. Вот давайте закреплять всех. Вот, министров по городам, например, а замов по всем населенным пунктам. Значит, вот каждому по списку их, да, и пусть выезжают. И чтобы этот список был, чтобы он конкретно видел там, что есть, и взаимодействовал с главой. Все правительство распределите по всем сельским поселениям, районам и городам. Безопасность, специальные службы, МВД. С людьми на местах, муниципалитеты. Знаете, не люблю слово «работать». Вы разъясняете. В Конституцию вносятся эти изменения. Ну, поговорите с людьми. Поговорите, чтобы они поняли. В коллективах, в больницах, каждый главврач. Обязательно явка. Естественно, что вы лично должны пример показывать. Решаются очень серьезные государственные вещи. И в этой части вот перенесли его. Все-таки президент Владимир Владимирович Путин взял, еще раз перенес, и сам эти совещания проводит, сам лично, уже несколько раз разъясняет сам. Понимаете? И поэтому мы должны все-таки сегодня линию президента пронести. Сегодня сила в России в каждом субъекте. Если Россия сильна, мы сильны. Поэтому надо показать нашу зрелость, ответственность каждого.